Завершающий день турнира подарил зрителям настоящую спортивную драму. В финале женского одиночного разряда сошлись две сильнейшие теннисистки – Карелина и Каратаева. Ни одна из соперниц не желала уступать. Матч проходил в напряженной борьбе, где каждый мяч отстаивался с особым упорством. В итоге, проявив волю к победе, сильнее оказалась Каратаева, завоевавшая титул чемпионки всероссийских соревнований. Всегда есть над чем работать. Неважно, победитель ты, проигравший, всегда есть над чем задуматься, о чем подумать, за что взяться. Я не уверена, что у меня прям супер все. То есть многие удары не шли, многие то, что я хотела сделать, не получилось. Ну, как обычно, волнение, тоже есть потребность его изжить. Проект «Спорт без преград», получивший название «Горный сет», уже несколько лет успешно развивается в Ингушетии. В 2025 году он впервые обрел статус всероссийского, что подчеркивает высокий уровень организации и значимость работы Ингушской региональной организации ВОС в развитии адаптивного спорта. Основная цель проекта – сделать физическую культуру и спорт доступными для людей с нарушениями зрения, помочь им преодолеть социальную изоляцию и найти себя в новом деле. К сожалению, хозяевам соревнований ингушской команде не удалось подняться на пьедестал призовой тройки в этот раз. Однако спортсмены отмечают, что участие в турнире такого уровня стало для них бесценным опытом. Ну, в следующем году, иншаллах, у нас будет мотивация сейчас, чтобы тренироваться. В следующем году, иншаллах, делках этим самотига ждут. Торжественная церемония закрытия завершилась награждением победителей и призеров. Лучшим спортсменам были вручены кубки, медали и памятные призы. Отличившимся участникам, выполнившим спортивные нормативы, были присвоены разряды. Цель выполнена. Мы собрали 11 регионов, около 50 человек. Отыграли около 160 матчей. У нас соревнование «Горный сет» планируется каждый год. Будем и дальше развиваться в этом направлении и проводить такие же мероприятия. Мероприятие было организовано Ингушской региональной организацией Всероссийского общества слепых при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта также прошел онлайн-курс для подготовки специалистов по адаптивному спорту. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Молдгирей Ахильгов, Магаз 24.